Там, если присмотреться, флаг Ингушетии есть. И там башни Оздоевых. Башни двух жен запутался. А это пялинг. Я его оставил, а потом и наступило. Я приехал. Сейчас будем подниматься вверх, посмотрим. Довольно немаленький комплекс. Тут я вижу жилые башни, ну, наверное, там и боевые, конечно, были, но разрушенные. А здесь сохранилось 3 башни, я вижу, боевых. 4 даже, можно 4-ю тоже условно назвать, что она сохранилась. Ну, пошли. Гора Цурей-Лагам называется. Ну, идем потихоньку. Красиво, мне нравится. Пялинг, башенный комплекс. Я не люблю слово комплекс. Крепость Пялинг будет точнее, скорее всего, сказать. Вот, башни. Вот какие. Окошечки вверху, обратите внимание, какие стреловидные. Здесь разбито все. Ну, пойдем дальше. Уже такой открытый вид на крепости. Вон флаг опять, присмотритесь хорошо. Видать. Видать там флаг. И там башни двух жен Оздоевых. Основание башни. И сама башня пошла вверх. Показываю. Вот такое нужно построить на века. Много ли у нас стоит, даже в Москве, твой домов, которые стояли по 500 лет? Что-то я не помню. Вот так вообще покажу. Здесь уже провал, обвал. Не похоже, что здесь была дверь, любой вход. Дверь по-русски сказал. Ну вот, посмотрите туда. Вон уже и башни, видать, даже верхушки башен двух соперниц. Типа Оздоевых. Вот такой вид открылся. Посмотрим, какая красота. Еще раз красота. Ну, красота понятие условно, у каждого своя красота. У кого-то море, полежать на пляже. У меня вот полазить по горам, посмотреть башни красивые. Ну, это типа какой-то балкончик. Но это жилая башня. Видишь, вход выходит в землю. Не, вот вход. Вот это боевая башня, вход на 2-м этаж. Это не боевая, это жилая башня. А это боевая. Если они туда спрятались, то они уже спрятались. Попробуй туда заберись. Весь народ собрался, и они туда попрятались. Да. Я ж про что и говорю. Вот смотри, мы же там же были, вот последние кадры я снимал на бишке. Типа балкончик и они сделали. А так, по идее, вот эти отверстия сбоку, вот само большое вход, отверстие, туда вставляются такие бревнышки, не коротенькие. Да. И наискось это вот бревно с насечками. Чик-чик, и туда я забрался. И бревно вытащили. И все. Понимаешь, что? А иначе как? Это окошко вот здесь непонятно. Ты видишь, старое, оно, видать, издревле вот это вот закрыто, вот так вот закрыли они. А это просто окошки. Здесь даже, может, какой-то и мостик переходной был. А иначе как? Это ж запросто пробивается, добивается, потом снизу костер развел и выкуриваю. Я посчитал 4 этажа минимум, вот по этому, по сохраненному. А тут представляешь, сколько этажей? Где? Ну, значит, по старой технологии делают. Ну, да. Она все-таки века простояла. И как минимум лет 500. Вон там, видишь, верхушку так зацементировать бы. И она бы стояла. Пускай бы не надо ее реставрировать, эту башню, эту паровую. Да и ту.
слой цемента положить, каким-то технология есть, наверное, поверху. И пускай она так стоит, чтобы она дальше не разрушалась, главное. Вот что. Вижу. Ну, кто-то оставил автограф. 1938 год. Еще и войны не было. Ну да. Где-то я видел тут петроглиф, по-моему, в ней, там есть какие-то типа петроглифы, какие-то что-то, но не знаю, чем это, что они означают. Вон еще. То есть со всех сторон я обошел. Верхняя, самая верхушка, в 2 раза меньше, чем нижняя комната, скажем так. Нижний этаж. Верхний этаж в 2 раза. Вот такие пропорции соблюдали. Ну, сделано, да представляешь, как сделано? Это же простояло на 500 лет. Вот это башня. Вон, они стоят. Даже нет намека, что она куда-то свалится. Вон уже те башни, помнишь, эти? Вон они, башни 2 соперниц. Верхушка торчит, видишь? И там флаг справа телепается немного. И верхушка это башни 2 соперниц. 2 жен, 2 соперниц. Неважно. И говорят, что это правда, она действительно, там деревня есть, что муж погиб, и они перешли, построили туда башни и перешли туда, с той деревни. Я не запомню, какое-то название там, не помню, короче. Это башня, в которую можно заглянуть. Ага, заглянуть. Заглянул. Она, смотри, снизу оштукатурена, побелена. Она даже и не размыла еще до сих пор ее. Впервые вижу вот такую башню, что внутренности почти целые. Вон там кто-то что-то понарисовали уже. Впервые вижу, что она оштукатурена. Да. Надо снимать и снимать. Вот за пялинг что-то мало знаю совсем. Пялинг и пялинг, а что к чему? Мало есть информации, мало есть. Надо почитать. Ну, в описании оставлю, что узнаю. Вон целые ряды этих башен было. Да. Слушай, красота. Я что-то все мимо проезжал здесь. Склеп какой. Да, да. Да. Там ничего не осталось. Все ушли. Это хорошо. Да, это уже просто, да, вообще-то ложится вообще без раствора лежат. И вот это как-то или повымывало. Нет, в крепости-то раствор есть. В боевой крепости вообще все шикарно. А в это как-то попроще. Так я, по крайней мере, я так вижу. И они же крепости еще побелены были, вернее, поштукатурены. Это штукатурка смыла. Это вот северная сторона получается, которая темная. Или та. Сейчас надо посмотреть, какая из них. Ну вот угол начинает разрушаться. Видел? Ну да, вот это северная сторона. Остальные все штукатурки. Говорят, вот этот камень выбивающий крепость разрушается. Было такое, но я сомневаюсь. Это там на Севоловугу разрушился на 2 жен. И стоят. Ого. Тут целая гостиница. Смотри, что большая, сколько народа. Как-то же жили, не толкались. Целое общежитие, да?
Ну, не одна же семья, тут много семей. И не две семьи, наверное. Ну, хотя семьи много большие были, может, и не знаю, короче, не могу сказать. Ну, вот и, собственно, наверное, здесь спуститься. Или лучше не спускаться. Селили же люди, да? На камнях, елки-палки. Русский человек стелился на равнине, чтобы можно было прокормить себя. Они тоже не сразу переселились сюда. Тоже. То они тоже на равнине были. Потом нужда пришла. Тут эти татаро-монголы тут начали ходить взад-вперед. Так я понимаю. Ты хочешь здесь спуститься? Скажем так, двухквартирный дом. А может и не двухквартирный, а многоквартирный. Тут склепы. Склепы внизу и там бывшие башни остались. Там, видать, все в куче. Тут были и боевые, и не боевые, и жилые, и всякие разные. Там надо смотреть поближе. Наверное, хочется посетить еще башни двух жен. Конечно, но сейчас посмотрим. Уже скальный грунт. Скальный грунт разрушается, размывается, эрозия съедает. И вот здесь вот хотел показать, нету здесь ничего. Вот они плиты на них ложили. Это скальный грунт, а это уже пошло строительство. Вот. Красиво. Неповторимо. И хозяева там. Интересно, я не слышал. Я думал, всех уже выселили. Думал, все переселились. Не. Ну да, там есть немного. Есть немного костей. Тоже вон двое лежат здесь. Надо бы похоронить их, конечно. Было бы, наверное, лучше все-таки. Да, как... Здесь и жилые, боевые, жилые, и тут же склепы. Получается, вот они тут наложили просто. Понятно, что копать могилу здесь слишком сложно. Получается, вот такую сложить, и могила готова. Понятно, ладно. Ну вот, зайдем с этой стороны, тоже интересно. Солнце тут меньше. Солнце враг хорошего, солнце враг фотографа. Иначе все засветит и один туман получается. Так вот. Красота. Видишь, у меня в голове не классно жить здесь, сидеть в башне, караулить, на дежурстве быть. С той башни подавали сигнал, с этой башни передавали дальше. Они уже были наготове. И эти сигналы, видать, оттуда, откуда я снимал с той дороги, со стороны Кази. Охренеть, честно говоря. Двор. Ну, не двор. Это сейчас двор, а это был дом. Вон вход.
Посередине показываю, вход был в этот дом. Может, через него выйти можно? А нет, там завалено. Ну-ка, сделаю еще фотографии отсюда. Сейчас видео сниму сначала. И сделаю красивую фотографию, наверное. Обзорное видео. Погода меняется, столько было холодно, уже снова потеплело. Но скоро солнышко уйдет, станет очень холодно. Но я сегодня на машине, нам не страшно. Я уже и тропинку потерял, но вроде здесь есть. Тут не сильно утоплено, тут мало народу ходит на пяленьке почему-то. Хотя крепость интересная. Но не ходит и не ходит, целее будет. Не жалко. Вот так вот. Напарник идет. Ты где там в кущерях спрятался? Не заблудился? Песик небольшой. На прощание. Красота. Я покажу панораму. Это Цорей-Илам гора. Говорят, он там ходит через нее. Ну, возможно, и ходит. На тот берег. Так, а здесь еще раз так вот горы. Башни, горы, красота, солнце. Будем собираться и будем ехать домой уже. دياقس دردي نرفيز مخكري بحونا بالبخ كشخوص دواتر مدوت حيح مخوت دين الله وخي دي خدني بربيان قشتي اي لقيلستي بيزر بات حسونا تقل شيء دواتر مدوت حيح مخوت دين الله وخي دي خدني بربيان قشتي اي لقيلستي بيزر بات حسونا تقل شيء يا نرسى زينتي تحبس رجوحه عدا أدني تحر دوش آلا ما بيسون بالا تخي على خلا ما خلقوني سمحوا غياش أنا رسيدياش خل ديزر سنة إلا ماي دو قارم بيلحي دو كيت مديلحي خاطي آلا دو شوال التقي سمحوا غياش أنا رسيدياش خل ديزر سنة إلا ماي دو قارم بيلحي دو كيت مديلحي خاطي آلا دو شوال التقي Шпонтер шкус, стягас бакбелах, агали уз, мавала дьякас, дардей нервиз, мехкари бухуна, балбах кашхоз, дуацер мадуца, хаях махуц, дина лавухи, дихат дыни, курвяна кысти, эйлю килести, визрик ватхасуна, такалчи, дуацер мадуца, хаях махуц, дина лавухи, дихат дыни, курвяна кысти, эйлю килести, визрик ватхасуна, такалчи.